На пересечении улиц Адыгейская и Дзидзаря сотрудники Сухумского водоканала проводят капитальный ремонт главного трубопровода, снабжающего питьевой водой центральную и нагорную часть столицы. Этой стальной трубе около 60 лет. На небольшом участке уже более 10 утечек. Чуть ли не каждую неделю специалисты здесь устраняли возникшую проблему. Но, как оказалось, этого было недостаточно. Тогда и было принято решение о замене ветхой стальной трубы на новую, полиэтиленовую. При этом в некоторых участках специалисты старую неповрежденную трубу будут соединять с полиэтиленовой. Материал стальная труба и полиэтиленовая – это не так легко, чтобы в течение часа, чтобы их можно было соединить. Здесь есть такие нюансы, здесь надо будет материал полиэтилен на сталь. Это надо, есть неразъемное соединение, специально называется, она неразъемное соединение. Есть втулка флянец, флянцевое соединение. Мы сегодня выполняем флянцевое соединение. Этому специалисту-сварщику нелегко. Каждый не может так быстренько сварить. Но есть у нас специалисты, слава богу, у нас есть со стажем работники, сварщики. Они эту работу сегодня выполняют. И я уверен, они надежно его выполнят. Протяженность новой трубопроводной линии по улице Адыгейской составляет 300 метров. От данной линии исходит второй трубопровод до села Яштхо. Его протяженность составляет около 2 километров. Мы его проложили уже, но мы сегодня туда не подаем воду. Мы еще должны людям еще выхода сделать, а потом общий переключим. Люди должны нас понимать, что без остановки у нас не получается переключение, потому что заборные арматуры, они же старые, они не держат. Благодаря, что мы новые линии укладываем, мы устанавливаем новые запорные арматуры. Работы по прокладке нового трубопровода на улице Адыгейская проводятся за счет средств Российской инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии. На них выделено 6 миллионов рублей. Работы по замене 300-метрового трубопровода завершатся уже в среду. Между тем, работники водоканала, и не только Сухумского, часто сетуют на то, что население весьма неохотно платит за воду. Сегодня только около 20% жителей столицы оплачивают эту услугу. А ведь если абоненты, то есть мы с вами, будем своевременно платить за воду, это, несомненно, ускорит работу специалистов, и проблем будет значительно меньше. Аля Катрапш, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.